Так, ну обратно, что бояться. Ух ты! Следы заледенели. Ладно, сейчас поближе кину, а там дальше потом. Все одно легче идти будет. Ни хрена себе, какой тут уклон. Крутой! Ну, на коленях, так на коленях. Во. Да, сумерки уже сильнее. Быстро темнеет. Полчаса порыбачил. Хоба! Ой, ты, блин. Ай. Еще коленом стукнулся. Вот бляха. Муха. Колено отбил. Вот блин. Ну, попытка номер 2. Хорошо. Ой, 3 не пришлось лазить. Уже прилично стемнело. В лесу супер сумерки. Доедем. Ты рацию не брал с собой? Брал. Не слышал, да? У меня рация вот. Ну, Не знаю, может из-за этого далеко спрятана, может из-за этого. мы тоже недавно приехали. Я слышал. Позвонили, а нет. Ну. На колбасу не хочет, короче, ничего клевать. Так что, завожу? Да-да. Поздновато, блин. Ну, полчаса рыбачил. Опа-на, нагрелась тут. Будь здоров. Ну что там сегодня Уфа? Ухи нет. Александр Васильевич, ну-ка скажи, в колбасе мясо есть какое-нибудь, нет? Я знаю людей, которые у них родители работают Ага. на... Хочешь военную тайну выдать? Ну, в Туапсе... Говори. В Туапсе это далеко, как бы, Да, нормально. там колбасный завод, и они не едят. А я думаю, что эта рыба не хочет. Я второй раз подряд забываю опарыши взять, блин. У меня... На мормышку хоть ловили? Да. На плесе или на яме? И там, и везде попробовал. И к песку, и... Так что у меня там место, песок кончается, достаточно обрывистое, и потом сюда идет, и здесь рыба собиралась всегда. Колбасу не хочет. Нет, но с другой стороны, даже кота не могу в глотку засунуть эту хоть одну рыбу, блин. А вам же далеко ходить не надо. У вас же там Тодор работает на КНСе. Подожди, он же... Он уже давно в город переехал, ты че? Да. Ну неважно, но вы поняли суть, куда все это стекает и где вся рыба. Там все там ловится, Для да? кота в самый раз. Не, там местный кот, я тогда поймал прямо оттуда. Да. Он отвернулся, жрать не стал. Я тех рыб видел, там штук 200 прямо в одной точке стоят, это я так снижаю это количество. Ага. Я Ларисе Батькиной сказал, я говорю, для кота пойду поймаю, на то место, белые ночи. Поймал окуней. Ну, что хватает, то хватает. Сволочь, не стал есть. А то рыбу любят, хрен еще, не всякую любят. Зажрался просто. Зажрался. Я его хотел от китикета отучить, хрен там отучишь. Чтобы отучить, надо сначала недельку его Не кормить. а потом уже давать там рыбу, там, кашу, суп, чтобы он, он тогда начнет есть. Я подозреваю, Свеклу, морковь. Да, им без разницы, они все едят. Лариса Батькина тайком бы стала его подкармливать. Да, это 100%? Как-то с утра нехорошо не умываться. О, хотя бы так. Так. А мыло нафиг я таскаю. А то растопленную воду на питье, на суп, на еду, короче. Тратить как-то нехорошо. Красота. Аж блестеть начали.
Нормально. О, красота. Ну, зубы снегом не полоскаю, потому что последние от холода выпадут. А так одна красота. Так, идем дальше. Ну что, разжигаем костер, и с утра у нас рассольник. На 3 человека 3 литра. Хватит. Надеюсь. Так, народ поехал на работу. Слушай, я все хотел спросить. А сухостойно разрешается по нынешним правилам вообще использовать на гать? Нет, то, что стоит, оно считается на корню, и его нельзя. То есть сухостойно на болоте, которое... Не, которая валяется, ее можно, а которая стоит, ее нельзя. Стоячий лес, он считается на корню. Любой. Ясно. Лежит Я понял. всё. Другими словами, если я подойду вот так пальцем ткну, и он упадет, это можно использовать. Ну, если оно будет лежать уже, то скорее всего, да. А потом, по сути дела, это сухостойно стоит, ну, лежит, и тут же несколько метров оттащите, чтобы гать сделать, перейти болото. Ладно. Направление поиска я понял. Да. Там даже прописывали, если даже ветровал прошел, дерево на корню, его тоже нельзя брать. Если она еще живое растет, его тоже нельзя брать. Вроде ветровал, все как бы завалено, все лежит. Но часть корней в землю воткнута. Одна корневушка в земле осталась, значит, пускай и живет. Да, там она еще зеленая, трогать нельзя. Тоже считается как на корню. Короче, буду делать гать через болото по правилам. То бишь, потрогаю, не упадет, пускай стоит. Ну да. Ну, я чуть попозже, я суп доем. Но Так, и Вася поехал. Когда спать ложились, было минус 13. Сейчас минус 7,5. Теплеет. У нас завтраком, считай, с обедом легкие приключения. Супа немножко осталось. Я говорю, собакам дам. Что добру пропадать? Александр Батькович заявил, собак не кормят на охоте. Ну, не кормят, так хорошо, нет проблем. Так как выкидывать вообще нехорошо еду. Поэтому я остался и доел этот суп. Талия потерялась капитально. Ну на что только не пойдешь, чтобы собак научить. Так, ладно. Ну я говорю, езжайте, сам помою. Все время терять, пускай работает. А взамен я говорю, давай мне кусок сала. Кусок сала Александр Батькович достал. Говорит, есть сало. Нет проблем. Так что мы сейчас на пару часов, и может на час сходим, рыбку на сало половим. В каждом вопросе есть свои плюсы и минусы. Так и с салом. Самый громадный плюс тут и сало есть, и мясо есть. А основной минус – перца тут выше головы. Будет ли плотва сало с перцем есть? Вот это вопрос. Осталось проверить. Ну, собственно говоря, сажа и сажа, что сделаешь? Еще раз помоем. Снега девать некуда. Ну что, мыть так мыть, чё ж. О, блестят, блестят. Так, из сала сделаем опарыши. Ох ты, блин, сколько перца, слюни текут. Так, ну что, это не опарыш, а дождевой червь, по сути дела. Так, а я что, хуже плотвы? Класс. Ну ладно, с перцем сами зажуем. Вы, ребята, будете изображать то ли опарышей, то ли червяков. Да, классная штука. Делиться с плотвой, да нафиг надо. Ты сам тем. Ладно. Выйду, половлю и потом к ним проверять, где там упавшие сухостойные есть. Ну что, на рыбалку? Ночью к утру снегопад был, а сейчас опять солнце вышло. Это что, опять давление атмосферное меняться будет? Сам сало с перцем попробовал. Перец ощущается первый сорт. Перцовая горечь чувствуется. Что думает об этом плотва?
Что-то насчет сала у меня появились жуткие сомнения. Что кусок сала я сживал, у меня рот горит, блин, от этого перца. Что-то сомневаюсь, что плотва такой наперченный, засоленный кусок сала решит попробовать. Жуткие сомнения. Ну, западная пропаганда-то действует на отдельных, будь здоров. Палец покажи, уже перевербованы. Среди плотвы тоже такие извращенцы есть. И на это перцовое сало полезут жевать. Ой, фу. Ну что, мы заранее сядем. Хе-хе-хе. О, так. Ну что, идем? В лед превратилась. Мои следы вчерашние. Если и тут была какая-то вода, замерзла. Ух ты, нифига, какой лед! Так, планы меняем. Хотя лунку пробуравил, нафиг, не будем терять время. Сейчас квадрокоптером посмотрю местность, как она выглядит, наша мартовская. И потом поеду гатить болото. А то, что сало это попробовал, у меня рот до сих пор жгет. Это, не дай бог, какая-то плотва попробует. Матюгаться будет, потом, блин, у меня же уши покраснеют от их матюгов. Нафиг мне это надо, поэтому полетаем и поедем помогать. Подготовиться к охоте на гусей. Ту часть, где трясина, Василий Батькович, правда, меня напугал. Говорит, только лежат все оторванные. Ну, оторванные так оторванные. Аккумулятор обязательно за пазухой. Она должна быть не ниже 15, плюс 15 теплоты. Ну, блин. Такое сало под коньяк или под водку, блин, кушают, жуют. Так, тут в основном молодая лиственница. Вася где-то там. Там болото, болото, болото. То-то здесь гуси летят. Это местность между двумя речками, тундрой раньше называли местные. Потому что тут болото за болотом, болото за болотом. Это изгибает у нас речка. В сторону Белого моря течет. И озеро тут же. Озера. Туда-сюда. Речка виляет. Где речка, где озеро. Без пол-литра тут и не разобраться. Горизонт в тумане. И там за горизонтом где-то наш дом. И мы все это пропилили и приехали сюда. Значит, облачность все-таки достаточно низкая. Озера, болото. Это наша речка такая извилистая. Ну и кругом лес. Ну, конец марта, все в снегу, все белым-бело. Ну и все, посмотрели. Белым-бело.